Всем привет! Сегодня сделаем вот такую вот газету, шаблон газеты, примерно похожий. Можете на таком примере сделать еще и шаблон журнала. Так, давайте в представлении сперва я уберу галочки, чтобы показать, зачем нам нужны эти поля и линии, да. Так, показываем сетку, направляющие и вот линейку, да, линейка та, которая у нас вот с краю появились, да, появилась линейка. Так, сейчас спускаем с линейки, вот вытягиваем, да, нажимая клавиши левой мыши, клавишу, так, и делаем вот направляющие линии. Так, если вытаскивать с вертикальной стороны, тогда вот вертикальные линии у нас образуются. Это направляющие столбцы, которые нам помогут при создании вот текста и фигур. Да, давайте возьмем художественный стиль, напишем. Так, для чего нам направляющие столбцы? Они, получается, вот корректируют показывают вспомогательные линии, да, которые помогают нам при образовании, при постановке пропорций именно наших деталей. Да, то есть они высвечиваются, и мы по нему можем так уже примерно писать, делать именно, да, фигуры. Но они вот помогающие, они высвечивают и помогают. Направляющие линии, так и называются. Так, главное запомните, что у вас должен быть включен вот магнитик наверху. Это привязка. Так, давайте цвет поменяем на бирюзовый, да, примерно. Вот. Примерно такого цвета. Полностью копировать я не буду, но давайте шрифт сделаем примерно похожий. Так, на жирный. Давайте немного отступим от направляющих линий, потому что по этим линиям мы сделаем линий, которые у нас есть. Так, здесь жирного нет. И можно его зафиксировать, чтобы нечаянно не задеть его. Так, потому что мы сегодня будем много линеек спускать, поднимать, поэтому возможно, можем задеть. Вот, да, то есть спускаете с линейки, нажимая на клавиши мыши, пунктирные линии. Не пунктирные линии, а линии, направляющие столбцы. Не столбцы, а линии. Так. Вот, можете вставить заменяющий текст. В правом верхнем углу есть вкладка «Текст». Так, который мы делали до этого. Вот, примерно. Заметили, что он получается на черном фоне, белые буквы. Так, давайте сделаем его фигуру по его размеру, прямоугольную, да, и объединим их. Так. Переместим прямоугольник над текстом. Текст высвечиваем. Высвечиваем, говорю, наверх поднимаем, чтобы видно было.
над прямоугольником. Так. Давайте отмените действие Ctrl-Z, уменьшите прямоугольник, выделяете через Ctrl 2 объекта в слоях и вот нажимаете минус. Следите за тем, чтобы текст был над прямоугольником, только в этом случае у вас текст вычитается с прямоугольника, да? Потому что нижний объект, он как главный объект. Так, очень много, получается, у нас будет полей для текста. Здесь еще одно поле сделаем. Тоже замещающий текст. Типографики можете сменить на заглавные буквы, на прописные. Так. Надо его немного опустить, между ними есть этот. И вот, если что, направляющие линии вы можете двигать еще на листе, да? Давайте его опустим, он сейчас нам понадобится снизу. Так, если что, вы можете в представлении открыть диспетчер направляющих столбцов и там писать уже конкретные числа, параметры. Так, я сделала вот 2 линии, чтобы сделать кривую. Копирую эту кривую и так вставляю, потому что у нас 2 такие линии. Мы должны были отводку сделать более такой жирной. Один пункт. Так. Тогда давайте копируем его и вставим. Отменить действие Ctrl-Z. Я отменила копирование, увеличила обводку и затем только вставила. Хорошо, можете, если что. Так, здесь еще у нас есть текст. Так, теперь нижнюю часть нам надо разделить на 6 частей, вот, чтобы вставить 6 текстов. Так, чтобы выделить объекты на нашем листе, нажимайте Shift и давайте зафиксируем наши объекты, чтобы нечаянно их не задеть. Так, здесь у нас есть прямоугольник черный, давайте его сделаем. Так, и с помощью направляющих линий сделаем еще один художественный текст, который уже поуже, большое заглавие, да. Так, давайте теперь разделим. Вот эти линии можно убрать. Двигайте их до конца
любого края, ну, в сторону линейки, и они удаляются. Так, теперь сделаем, вот, разделим нижнюю часть на 6 частей, чтобы текст, вставить текст, поля для текстов. Так, и делим. Так, вот мы разделили на 6 частей наш лист. Так, они у нас, поля для текстов у нас стали более узкими. Ну, ничего страшного, мы делаем примерный, поэтому можете на этом не зацикливаться. Когда будете делать для себя шаблон, тогда можете уже вот более четкие границы делать, поля. Хорошо? Так. И по объекту, ровно по тому, что у нас образовались квадратики, мы делаем эти поля для текстов и сразу вставляете заменяющий текст, чтобы у вас этот поле не пропало. С помощью инструмента перо сделаем вот линии наши. Так, эту линию надо укоротить. Так, снизу тоже надо сделать линию, поэтому так, нажимаем на новый слой, чтобы наша кривая не привязалась к той кривой. И чтобы не под слоем было, можете его вытащить в слоях, да, вот в объекте слои, вытащить и новый слой удалить, чтобы наши кривые не пересекались. Ну, то есть не объединялись, да, то объединяет. Так, можете выделить вот таким способом через Shift, выделяйте все объекты и так, ставьте, фиксируйте их через ключик, да, чтобы нечаянно не задеть. Так, теперь делаем вот эту часть. Здесь у нас должны быть места для картинок двух изображений, да, и посередке надпись. Разделим на 2 части примерно. Так, и вот примерно разделите, где у нас третья колонка текста, которая находится у нас с левой стороны. Примерно по нему будем ориентироваться. Так, выделяем область, где у нас будет изображение, немножко от краев отойти надо. Так, и внизу, так, сделаем текстовую область. Тоже. Цвет прямоугольника сменим. И теперь внизу еще надо сделать подзаголовок через художественный текст и области. Так, и области для текстов.
Нижнюю часть разделим на две части и построим так прямоугольник для второго изображения. Так, на второй части у нас будет сверху объединяющий две колонки текст. Так, текст можно сделать жирным, а здесь давайте направляющую линию сделаем, которая разделит на две части. И построим поле для двух текстов. Не забывайте сразу меняющий текст ставить, чтобы вот таких случаев у вас не было. Это не как фигура, да, поэтому... Осталось еще внизу сделать область для текста. Как видите, вот здесь есть промежуток, поэтому более уже сделаем квадраты, прямоугольник меньше немного. Здесь замещающий текст внизу. И так. Сделаем квадрат снизу, фигуру, да, для обозначения страницы. Сделаем его весь черным, обводку уберем. Так, и вот у нас почти шаблон наш готов. Почти закончили, надо убрать вот эти все мешающие нам линии. Так, наверх скидываем. Нам уже мешает, чтобы увидеть полную картину, что и как у нас получилось. В представлении можете вот галочки убрать, направляющие скрыть, столбцы и убрать линейку. Тогда вот уже мы видим наш шаблон. Видите, у нас тут прямоугольник склеился с нашей линией, надо его уменьшить. Ну вот, прямоугольник для второго объекта. И вот тексты тоже. Так, ну и все. Вот так вот мы закончили. Можете все ваши объекты зафиксировать, выделяете одну, спускаетесь вниз, нажимаете Shift и зафиксировать. Так, все объекты зафиксировали. Теперь покажу вам, как его сохранить, экспортировать как шаблон. Берите в любую папку, сохраняйте его. Так, и открыть. Есть. Вот открыть. Нет, не открыть, извините, создать. Файл создать. Вот есть у нас вкладка шаблона. Здесь добавить папку. Выбирайте ту папку, в которой добавили ваш шаблон, и у нас появляется шаблон создать. Вот теперь он у вас сохранился как шаблон. Вы можете его менять, можете фиксацию снять и немножко подкорректировать, а шаблон у вас, получается, сохранится, он не изменится, это как новый объект будет. Вы шаблон не можете сменить, да? Поэтому тем и хорош, можете себе сохранить такой шаблон
и под него корректировать все ваши страницы, например, для журнала, для газет. Так, теперь как в прямоугольную область ставить рисунок покажу. Вот через разместить рисунок ставьте прямоугольную область, и ваш объект сделайте дочерним слоем вашего прямоугольника, тогда вы можете его вот подвигать, и у вас будет показываться только та часть картинки, которая вмещается в прямоугольник. Так вы можете вот уже подобрать размер фигур изображения, которые вы хотите разместить, да, чтобы все по новой не делать под одну картинку. Под одну говорю, под ту, которую вы... Если у вас нет готовых пока изображений, всякое такое, если вы делаете шаблон, да, лучше сделать вот прямоугольные объекты и в них вставлять. Можете вот логотип, например, ставить. Видите, он без фона, тогда он обретает фон именно прямоугольника, да. Так, делайте его тоже дочерним слоем. И вот можете его разместить как хотите. Так, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.